lamplighter, что на русский язык можно перевести как фонарщик. Фонарщик — это персонаж одной довольно легко всеми узнаваемой вселенной. Я думаю, все смогут догадаться, что это за вселенная по графике, которая представлена в нашей игре. Вообще, когда мы только начинали разрабатывать нашу игру, мы все бродили вокруг тем планет, гравитации и всего прочего. Но потом мы увидели, какие мы рисуем на наших скетчах планеты, и мы подумали, что это очень похоже на рисунки Сент-Экзюпери, который, собственно, свое произведение «Маленький принц». И мы решили в своей игре потоньше раскрыть одного из персонажей этой игры, а именно фонарщика. Чем вообще занимается фонарщик? Фонарщик, он должен следить за уличными фонарями. Он должен их включать, когда на улице темно, и он должен их выключать по утру. Как вы помните, наверное, в книжке фонарщик жаловался маленькому принцу на то, что его планета очень маленькая, и он должен включать и выключать фонарь буквально каждую минуту, и поэтому он очень сильно устает. Но в нашей игре фонарщику приходится еще более несладко, поскольку ему предстоит объехать целых 3 планеты, на которых находятся фонари, и которые он должен включать и выключать так, чтобы планета она всегда оставалась освещенной Солнцем, и та часть планеты, которая не освещена Солнцем, она была освещена фонарями. Я думаю, можно поиграть. Я поиграю. Давай. Ну, собственно, здесь мы видим в центре системы звезду, вокруг которой все вращается. И на каждой планете есть фонарь. Соответственно, в дневное время, то есть когда планета обращена фонарем к Солнцу, фонарь должен быть выключен, а в ночное время фонарь должен быть включен. И если этого не происходит, планета загорается красным цветом, чтобы игрок мог увидеть, что что-то не так, и исправить это. Игрок, соответственно, набирает очки каждый раз, когда он включает или выключает фонарь вовремя. И если планету слишком долго оставлять без внимания, то она будет чернеть. Ну, то есть, если она... Если у нас фонарь находится в неправильном положении на планете слишком долго, то планета чернеет и постепенно умирает. И когда все 3 планеты умрут, то игра заканчивается. Еще сложность игры увеличивается со временем. Можно видеть, чем больше времени прошло, тем быстрее планеты вращаются вокруг своей оси и вокруг звезды, и тем сложнее, соответственно, становится играть, потому что чаще приходится переключать фонарь. Скорость развития планет, чтобы поначалу было действительно просто, и чтобы они аккуратно, но все-таки существенно увеличивали свою скорость с течением времени. Но в целом основная концепция игры здесь представлена. То есть мы в целом добились той задачи, которую перед собой поставили. И нам кажется, что в эту игру очень интересно играть. Всем спасибо за внимание. Рад ответить на ваши вопросы.